Творческий центр Амантай при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан представляет проект «Северный Амур и защитники Отечества». «30 августа 1814 года император Александр I издал указ об установлении празднества декабря 25-го в воспоминании избавления церкви и державы российской от нашествия галлов и с ними 20 языков. 7 января 2023 года исполнилось 211 лет окончанию Отечественной войны 1812 года и началу заграничных походов 1813-1814 годов. Часть первая. Раскраска. Вы помните, бульвар кипел в Париже так, народа праздными толпами, когда по нем летал с нагайкою казак или Северный Амур с колчаном и стрелами. Странствователь и домосед. Батюшков. Впервые в XIX веке башкиры встретили французов в прусском походе 1807 года. И тогда же башкирская конница обрела свое европейское, исторически сложившееся имя. Французы назвали башкирских конников Северные Амуры или Злые Купидоны. Вслед за французами так стали называть башкир большинство европейцев и россиян в эпоху наполеоновских войн.
Название возникло под влиянием господствовавшего в то время стиля ампир, ориентированного на образцы античного искусства, и было связано с традиционным вооружением башкир луком и стрелами. Это прозвище сначала было насмешкой, имело уничижительный характер. Затем, под влиянием событий Отечественной войны 1812 года, оно приобрело иное, уважительное значение. Часть вторая. Набор планшетов. В период с 1807 по 1812 год из жителей юго-восточной окраины России, несших службу на Оренбургской пограничной линии, было создано и направлено на борьбу с Наполеоном 20 башкирских конных полка, 2 мещерятских, 2 тектярских, Ставропольский калмыцкий полк, 3 оренбургских пятисотенных и 1 тысячный полки, 4 уральских казачьих полка и лейб-сотня. В составе регулярной пехоты сражались уфимские, бутырские, рыльские пехотные полки, а в регулярной кавалерии Оренбургский драгунский полк. Эти части некогда были сформированы в Уфе и Оренбурге. В них несли службу дворяне и солдаты, уроженцы Оренбургского края. В 1812 году башкирский полк состоял из 500 рядовых, 10 пятидесятников. В нем было по 5 хорунжих, сотников и исаулов. Имелся командир полка и его помощник. Нестроевыми считались квартирмейстер,
чиновник, отвечающий за размещение полка на стоянке, его обеспечение провиантом и фуражом, писарь, полковой мулла. И, разумеется, на пограничной линии оставались боевые формирования для охраны границ. Не будем забывать о братьях по оружию, представителях национальной конницы из других регионов. 4 крымско-татарских полка и 2 астраханских калмыцких полка. О них мы также рассказываем в нашем проекте. Так выглядела Оренбургская губерния. На карте видно, что башкирские кантоны находились далеко за пределами Оренбургской губернии. Часть 3. Альбом. Перед вами уникальное издание. Альбом, посвященный участию башкирских полков в наполеоновских войнах. В нем представлены исторические события не только 812 года, но и заграничных походов 1813 и 1814 годов. Мы подобрали из различных музейных собраний работы российских и западноевропейских художников, современников тех событий, а их свыше сотни. Это получилось благодаря тщательному отбору, сделанному нашими специалистами. Визуальный ряд сопровождает вступительный текст, архивные документы, редкие мемуары, письма очевидцев. Рассмотрим некоторые репродукции более подробно. Северные Амуры Венецианова. Алексей Гаврилович Венецианов, академик Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Не все коту масленица. На вершине горы мы видим башкира, стреляющего из лука, казака с пикой и флаги российских губерний. И, конечно же, французы на нас тоже карикатуры рисовали. Ну и самая известная карикатура Венецианова, наша любимая, Северный Амур.
Главный герой — реалистично изображенный воин-башкир, от которого один бежит, и лежат 4 пораженных стрелами французов. Осман Гумеров, командир 11-го башкирского полка, и его брат Абдул. В январе 1814 года выдающийся немецкий писатель встретился с башкирами 11-го полка и их командиром принцем Гусманом Гумеровым. Вот как выглядел башкирский принц Усман Гумеров. Человек, который обедал с поэтом, посетил с ним театр и подарил Гёте свой лук и стрелы. Рядом с Усманом его брат Габдул-Халик. Первые казаки в Берлине. Считается, что в центре изображена башкирка. Берлин был взят отрядом генерала-адъютанта Чернышова. В его состав входил первый башкирский конный полк. Башкиры на Унтер-ден-Линден, 1813 год, Кубейн. Унтер-ден-Линден – самая знаменитая улица Берлина. Из коллекции Эрика Бейшева. Die Baschkiren trinken kein Wodka. Das sind doch alles Muslime. Анализ огромного массива художественных работ, литературы, биографий художников, исторических документов позволил погрузиться в героическую историю башкир, северных амуров, защитников Отечества, представителей Российского Востока, освободителей Европы. В полдень 19 марта 1814 года вместе с союзниками в составе российской армии в Париж торжественно вошли 1-й, 9-й башкирские полки, эскадроны 4-го и 5-го башкирских полков. Ну и познакомимся. Часть 4. Творческий центр Амантай. Руководитель творческого центра Амантай, народный артист Республики Башкортостан Рафаэль Амантаев и внук Габдуллы Амантая. Победитель конкурса грантов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. 2 отечественные войны. Память и уроки.
Международная научно-практическая конференция и передвижная выставка. Выставка до сих пор работает. Победитель конкурса Фонда президентских грантов. Национальная конница России эпохи наполеоновских войн. Комплект планшетов. Победитель конкурса грантов главы республики и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Раскраска. Народы Башкортостана. Это мы на различных военно-исторических фестивалях, мероприятиях. Выставка в военном университете Министерства обороны Российской Федерации. Выставка в Польше. Изделия творческого центра Амантай. Вот у Рафаэля такие золотые руки. Всем желаю здоровья, а қалғаны бізден тұра енді. Все, спасибо, мы отключаемся. Всего доброго всем. До свидания.